Болеют целыми селами, болеют целыми семьями. У нас в семье умерло 3 человек. Это мой дедушка, мама и бабушка. Мы как зашли, там лежал труп в коридоре. Это как первые месяцы войны 41 года. Я позвонила скорой, но мне скорая сказала, что у них перегружено, и они не смогут приехать. Робкие призывы «сидите дома, пожалуйста» дагестанцы абсолютно не восприняли. Нам же никто ниоткуда ничего не платит. Как нам не работать? Из 151 человека 37 человек только получило зарплату. Дагестан лишен возможности выбрать самим. Уже 30 лет туда Кремль направляет руководителей. Здесь уже все, что могло случиться, случилось. Привет, друзья! Мы в Дагестане. Вот тут на въезде в Махачкалу нас встретил такой вот плакат, который в нынешней ситуации выглядит прям-таки издевательски. Потому что, как вы прекрасно знаете, Махачкала, Дагестан на этой неделе стали главной горячей точкой на коронавирусной карте России. Про них рассказывают в том числе федеральные телеканалы. Дагестан обсуждают на совещаниях у Путина. И, в общем, все про него говорят. Что здесь произошло, объяснить довольно просто на понятном примере. Вы все помните начало нынешней эпидемии и Италию. Так вот, здесь в целом произошло то же самое. Система здравоохранения в какой-то момент не справилась с наплывом пациентов, закончились койки в больницах, врачи были вынуждены начать выбирать, кому оказывать помощь, кому не оказывать. Люди из-за этого начали умирать, не дождавшись помощи. И в отличие от Италии, все это сопровождалось большим лукавством, чтобы не сказать прямым враньем касательно цифр. Сколько заразившихся, сколько заболевших. В общем, мы решили приехать сюда на место и разобраться, что же здесь произошло, а главное, почему. Я понимал, что самая пиковая нагрузка по заражениям будет на Москву, потому что это мегаполис. И я понимал, что самая пиковая нагрузка по регионам России будет на Дагестан. Во-первых, Дагестан крупный регион, большое количество населения. Во-вторых, наше население очень активное. Оно работает в регионах России, в городах России, работает за рубежом, на заработках. И вот эта вся масса дагестанцев, которая была на заработках, она вернется домой. Она вернется домой на руины системы здравоохранения, которая планомерно уничтожалась последние 30 лет нашей клановой системой. Большие проблемы здесь с медициной, с соблюдением прав пациентов, они огромные проблемы. Да, люди не могут получить элементарные лекарства. В больнице, если ты лег в больницу, зачастую говорят, надо купить лекарства самому. Да, мы слышали, многие так говорят. Это и сейчас есть, и всегда это было, да? И люди не готовы защищать свои права. Они просто берут, покупают то, что им говорят, делают. Тот, кто не может это делать, уже они пытаются как-то добиться от государства это законными методами. Дагестан ложанул. То есть у нас с самого начала не принимались необходимые меры безопасности или принимались недостаточные меры безопасности. У нас врачи были не готовы, они были не готовы технически, не были готовы, в принципе, не проходили никакие курсы, даже, как я знаю, по работе с ковид. И это создало определенную такую ситуацию, когда нагрянул гром, когда гром, уже люди не могли ничего сделать. Нурия, что у вас случилось в семье? У нас в семье умерло 3 человек. Это мой дедушка, мама и бабушка. А маме сколько было лет? Маме вот сейчас в июне исполнилось бы 60. Она давно умерла? Она умерла 6 мая. В селении не было газа, отопления не было буквально 3-4 дня. Они мерзли дома. Все вот втроем, бабушка, мама и дедушка, они мерзли. И, естественно, она еще и в огороде возилась, как она мне говорила. И потом вот у нее температура, все тому подобное. И когда ей стало плохо, больница рядышком, ее отвели в больницу. И за то, что она сама ходить не могла, находилась она на 3-м этаже, и ей не могли спустить вниз в подвал, сделать ей рентген. Это в больнице? Это в больнице. 3 дня ей не делали рентген. 3-4 дня. Ни рентген, ничего. Просто поставили... И КТ тоже, соответственно? КТ вообще нет в селе. Вот. И
Я по телефону, естественно, с моими врачами профессиональными, да, в своем деле консультировалась. Они, естественно, сразу сказали, это у нее пневмония. А надо лечить пневмонию, они ей ничего не делали, антибиотики не кололи. Вот. В итоге, получается, она 3-4 дня была практически без лечения, только на гормонах. Я нахожусь в инфекционной больнице города Дербент, 2-й этаж. Поступила я в 6 часов вечера. У мамы начался сухой кашель, температура была 35. Я вызвала терапевта. Терапевт говорит, тяжелое дыхание у легких, а так ничего нету. Потом она начала говорить, что у нее головные боли, что она задыхается, ей трудно, и температура поднялась у нее под 40. Вызвали скорую, вы знаете, у нас населенный пункт очень большой, а скорая одна не успевала. Я позвонила в горячую линию, попросила срочно скорую, приехали с города Дербента. Мы как вошли прямо у входа, это ЦРБ, вы знаете, раньше там была родильная. Там сделали сейчас инфекцион, так как мест нету. Мы как зашли, там лежал труп в коридоре. 2-е сутки. Говорят, здесь она уже лежит, некому забрать. Вы меня извините, я волнуюсь. Я постараюсь близко подойти, снять. Но поднять просто я не рискну, чтобы показать лицо. Потом я спрашиваю дежурного врача, я говорю, а почему этот труп тут лежит? В чем проблема? Почему морга нету, что ли? Она говорит, а что мы можем делать? Мы только дежурные врачи. Говорит, а я говорю, кто этот вопрос решает? Она сказала, зал отделения. Пришли на обход дежурный врач и зал отделения. Я говорю, почему труп лежит в коридоре? А он мне ответил, а куда мне его девать? Выкинуть на улицу, что ли? Я говорю, а где родня? Ну хотя бы, говорю, пока родня приедет, спустите в подвал, спустите в морг. Они сказали, морг в ремонт. Я говорю, там же прохладно все равно, спустите. Тут еще паровые у нас включенные. В 3 часа ночи я просыпаюсь просто так, что я задыхаюсь. Я потом поняла, что, скорее всего, у меня не было ни как насморк. Ну, такого не было, что грипп. Слезоточивость носа не было. Глаза болели, глазные яблоки болели, голова болела. Вы позвонили в скорую? Я позвонила в скорую, но мне скорая сказала, что у них перегружено, и они не смогут приехать. Потом я опять звонила 2-й день, потому что у меня ужасное недомогание было. Это в Махачкале, да? Да. То есть вам в Махачкале скорая говорит по телефону, мы не приедем? Они не приедем, не сказали, вам придется долго ждать. У нас, прям орали по телефону. Орали? Что у них, да, прям орали. Они сперва, я потом начала на них тоже говорить, как у нас нет свободной бригады, вы понимаете, и трубку бросали. Потом дочка заболела, моя маленькая. Когда я сказала, ребенок, она у меня единственная дочь, у меня кроме нее ребенка нет, это тоже у меня на старости лет появилась эта девочка. Пожалуйста, умоляла я их, потому что ребенок 39,5 было. Температура высокая, и плюс она еще бредила как-то странно себя вела. И ужасное у нее состояние было. И тогда приехала скорая? Потом минут через 40 уже приехала. Скорая приехала, я вообще в шоке была. У нее маска спущена, медсестры, и она в таком недомогании, в таком состоянии. Я ее спрашиваю, что с вами? Она говорит, я сама переболела, еле-еле на ногах хожу. Просто, говорит, людей тоже жалко, приходится так работать. Мне уже 65 лет есть. Мне предложила контора, если хотите, можете выйти на больничный, отдыхать, остаться. Но в это время у нас начали болеть водители. Работать было некому, я остался. Вот такой район есть у нас тоже, который нам подчиняется, Казанич. Там 10 дней вообще закрыта была станция, потому что не было кому работать. Все работники заболели. В апреле месяце у нас около 30, даже чуть больше людей было на больничном. И все с коронавирусом. Меня вызывали из дома, потому что было 38 бригад на того, даже 35 было бригад. Но вы представьте себе, на всю Махачкалу, на все поселки, на весь регион Махачкала очень выросла в 3 раза. Стоп, 35 бригад скорой помощи на весь город? Да. Сейчас тоже или сейчас больше стало? Они сейчас сделали якобы 45 бригад полных. Они, видимо, вытянули из дома кого-то, не знаю. Но было до сих пор 38, 39, на столе лежали столько вызовов. Например, мне давали в руки 4-5 вызовов и говорят, сама выбирай, кому ехать. Я выбираю маленьких детей, беременных женщин, естественно. А потом даже бывало так, что давление были, сердцем плохо было,
80-летние, 75-летние, ну, такие взрослые люди оставались на последнюю очередь. У меня лежал в больнице дядя и тетя, родные мои. Вот как сейчас все говорят, что везде лекарства, все хватает. Я почему это говорю? Ну, на самом деле, по факту, как бы лекарств не хватает все равно. Люди все равно вынуждены покупать лекарства. Я лично столкнулся с этим, когда меня попросили купить определенные лекарства. В больницу? Да, в больницу. А что за лекарство вас попросили купить? Название сейчас не могу вспомнить. Ну, я знаю, что это лекарство, она вообще стоит где-то примерно 300 рублей, 250-300. Но в данный момент его продают по 1000, по 1100, по 1200. В аптеке? Да, в аптеке. И его не найдешь так легко. Я его искал, нашел, и это лекарство, кстати, помогло. А отношение кислородный баллон, у родителей забирали. Видимо, были тоже тяжелые больные. Я ничего не говорю. Я даже, если цена жизни становится, вот надо спасти молодого парня или взрослого человека, я знаю закон медиков, как в этом случае поступают. Но дело в том, что баллоны были, ему надо было позвонить и сказать, привезите дополнительно кислородные баллоны, а не забирать у стариков эти баллоны. Я у отца спрашиваю, папа, что было, как было? Он мне говорит, я не знаю, Сидрат говорит. Я когда давал кислород, говорит, себе давал, говорит, и маме, говорит, давал кислород. Очередной раз, когда к себе приложил этот кислород, уже, говорит, там, говорит, кислорода не было. Эту ночь еще более-менее мама была, следующий день, очень угасла, мама ушла, нас покинула, вот так. Ничего не смогли сделать. Я лично считаю, я не доктор. Я лично считаю, эти 3 дня упустили просто мою маму, закрылись эти легкие. И уже они не подлежали восстановлению. 80 лет. Болеют целыми селами, болеют целыми семьями. У меня есть, по крайней мере, принято на защиту вот из числа лиц, где в семье потеряли 3 человек. В одной семье потерять 3 человека. Я знаю семью... Это как война фактически. Да, где потеряли 4 человека. Вы представляете, 4 человека потерять в раз, там, в течение 3 дней? Это страшно. Вот это правильно говорят, это война. Вот это мне показалось, как первые годы, первые дни, первые месяцы войны 1941 года. Как мы неподготовленные отступали, сдавали Белоруссию, Украину, все, и были на грани, что, видите, Ленинград был окружен. Вот в таком состоянии. Мне это представилось так, что мы оказались неподготовленными. Ни власть, ни люди, ни медицина. Очень важно, сколько здесь заболевших, сколько погибших. Если мы зайдем на Яндекс, на страницу официальной статистики, мы увидим, что заражений примерно 3700, а смертей примерно 36. Это на 20 мая, когда съемки. Здесь все примерно понимают, что эти цифры реальности вообще не отражают. И начиная с апреля общественники, врачи, просто частные лица пишут в Москву массу обращений, призывов к Путину, к депутатам. Вмешайтесь, обратите внимание, помогите. Существенное количество времени никак Москва на эти призывы не реагирует. В своем обращении я говорила о том, что я являюсь адвокатом, и, будучи правозащитником, ко мне в действительности поступало огромное количество жалоб, но мне телефон не смолкает. Я 2-ю трубку просто выключила, где люди жалуются, они жалуются, что нету врачей, врачи жалуются, что на них оказывается давление, что у них нету средств индивидуальной защиты. Вы понимаете, огромный поток в действительности жалоб. Я не мог быть равнодушным в этом отношении и попробовал через знакомых и незнакомых, официально, неофициально, довести эту информацию до президента и до нового министра здравоохранения Мурашко. В какой момент дагестанские новости становятся общенациональными? Это происходит 17 мая. Почему это происходит? Потому что в этот день министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджи Ибрагимов дает интервью блогеру Руслану Курбанову, он тоже участвует в нашем выпуске, и неожиданно для всех говорит, что на самом деле в республике заболели почти 14 тысяч человек, сравните с официальной цифрой. Умерли 29,
это та же официальная, но, добавляет министр, эти 29 умерли от коронавируса, а от внебольничной пневмонии умерли 657. Вы понимаете, да, в чем лукавство? Отдельно считаем коронавирус подтвержденный, отдельно внебольничную пневмонию. При этом мы уже достаточно все хорошо знакомы с этой болезнью, чтобы понимать, что по клиническим проявлениям, по последствиям, по методам лечения, вообще по всему, внебольничная пневмония – это и есть коронавирус. Если мы сложим одно с другим, получится 686, то есть почти 700 погибших.